Обрушение моста на железную дорогу произошло в Амурской области. Подробности происшествия. Спикер Госсобрания проинспектировал объекты благоустройства. Какие проблемы у жителей университетского избирательного округа? Житель Гонконга стал победителем марафона в пустыне. За какое время пробежал спортсмен 250 километров? В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Обрушение двух пролетов автомобильного моста на железную дорогу произошло в городе Свободный Амурской области. Сегодня около 11 часов по местному времени. По предварительной информации, в момент происшествия по мосту проезжал грузовой автомобиль, водителя которого доставили в больницу. На месте происшествия работают все службы. В Главном управлении МЧС по Амурской области подтвердили информацию об обрушении и пострадавшем. Данные уточняются. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения города Свободного, оперативная группа администрации и пожарно-спасательного гарнизона города, сотрудники транспортной прокуратуры, полиция. Из Благовещенска в Свободный выехали губернатор Амурской области, министр транспорта и строительства. Оперативная группа Главного управления МЧС России по Амурской области под руководством начальника Матвея Гибадулина и психологи. В Главном управлении МЧС России по Амурской области развернут оперативный штаб. Подразделения переведены в режим функционирования чрезвычайной ситуации. В Якутии выявлены два случая незаконной охоты. С 1 октября начался сезон охоты на копытных животных. В связи с этим инспекторы охотуправлений совместно с сотрудниками ГАИ проводят усиленные рейдовые мероприятия. Первый случай произошел в Чурапче. В автомашине УАЗ «Патриот» в ходе досмотра обнаружили разделанную и упакованную в фасовочные пакеты тушу, предположительно 2 косуль и 1 зайца. Кроме того, обнаружено огнестрельное ружье 12-го калибра. Второй случай произошел в Намском Улусе. В машине УАЗ обнаружили 4 туши косули, 2 зайцев и охотничий карабин «Вепрь». Разрешение на добычу охотничьих ресурсов при себе охотники не имели. Материалы переданы в органы дознания полиции. Ведется процессуальная проверка. Учитывая, что если за добычу одной косули, самца, стоимость ущерба составляет 120 тысяч рублей, то предположительно там ущерб будет более 500 000 рублей за 4 косуль. Но там все зависит, самец или самка. А зайцы сейчас у нас в Республике Центральных районах и заречных районах вообще запрещена указом главы. Поэтому охота на зайцев вообще запрещена. А так размер ущерба на одного зайца составляет 3000 рублей. По просьбам горожан спикер Госсобрания, народный депутат Петр Гоголев проинспектировал объекты благоустройства в университетском избирательном округе. Жители озвучили ему ряд проблем. Во-первых, это перенос пешеходного перехода на улице Каландарашвили. По мнению горожан, его нынешнее местоположение не актуально. Необходимо перенести его поближе к продуктовым магазинам, где сегодня и так существует несанкционированный пешеходный переход. Говорили во время объезда и о благоустройстве дворовой спортивной площадки, нового общественного пространства на улице Лермонтова, ремонте дорог и сохранении озера Сайсары. По словам Петра Гоголева, такие объезды по инициативе самих горожан будут проводиться чаще, чем обычно. Хотим услышать, какие вопросы ставят наши избиратели, сотрудники бюджетной сферы, на что обратить внимание. В том числе мы сейчас находимся, где создается уникальное общественное пространство. Это расположено рядом с нашим озером Сайсары. Надеемся, что такие объекты, они будут украшать, не просто украшать наш город, но и давать стандарты развития. В конце года в Тулагино-Кильдямском наследии распахнет свои двери новый детский сад на 240 мест. Объект строится в рамках государственно-частного партнерства. Сейчас на строительной площадке одновременно работают 6 бригад. Идет монтаж электрической сети и вентиляции, также отделочные работы. Площадь нового детсада составляет 4000 квадратных метров. В здании будет работать лифт. Полностью выполнена кровля,
полностью выполнен фасад, ведется работа по благоустройству наружному, завершены работы по внутреннему отоплению, ведутся работы по электроснабжению. На днях мы планируем подключить здание к теплу, и начнется работа по внутренней отделке, такие как плитка, покраска. Как видите, уже под чистовую отделку стены полностью отделаны. И согласно соглашению мы должны завершить данный объект до конца этого года. Завтра часть потребителей Якутска останется без воды. Плановое отключение холодного водоснабжения с 14 до 17 часов запланировано на ГРЭСе, квартале ГРЭС, улица 50 лет Советской Армии, 86/1/2 и /3. А с 22 часов до 0 в связи с заменой запорной арматуры будет прекращена подача холодного водоснабжения по адресу кварталы 60, 61, В1, Кружало, художественный музей, Котельная, Совмин. Сотрудница Алданской библиотеки с учениками городской школы реализует волонтерский проект. Сколько добрых и полезных дел уже сделано и что в планах у юных добровольцев, узнали наши коллеги. Сюжет этого ролика прост. Домашними делами теперь в семье занимается папа, потому что маме некогда. Она читает. К чтению ее приучила школьница-дочь. Видео сняла участница проекта волонтерства и добровольчества, реализуемого сотрудницей библиотеки имени Некрасова. Называется он «Волонтеры книжной культуры». Мы его проводим на базе Алданской гимназии с учащимися 8-9 классов. Изначально у нас была цель, чтобы школьники, которые читают, любят литературу, приучили к чтению своих одноклассников, друзей, знакомых. Первоначально проект Людмилы Костиковой, охвативший 12 человек, подразумевал формирование у подростков увлеченности литературой и популяризацию чтения. Вскоре, однако, ребята открыли для себя иные интересы. Проведение культурно-массовых мероприятий, организация праздников для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята с энтузиазмом принимались за любое дело. В частности, мы занимались благотворительностью, собирали средства для бездомных животных. В Кошкин дом мы ходили с волонтерами, туда носили гостинцы. Ходили в детские организации «Умка», в организацию «Дари добро». Там оказывали помощь. Ну, в виде проведения утренников, каких-то праздников. Мои волонтеры выступали, читали стихи. Любой социальный проект – точно живой организм. Он растет, развивается и видоизменяется. Главная ценность волонтерской деятельности Людмилы Костиковой заключается, пожалуй, в том, что активные и готовые действовать подростки сплотились. Очень ответственные, активные, с очень чуткой жизненной позицией. Они принимают участие во всех мероприятиях, которые проводятся в гимназии. Это люди, которые держат слово, и если они взялись за какое-то дело, то они обязательно доведут его до конца. Предполагается, что реализация проекта продолжится и по завершении года волонтерства. Проект станет профориентационным. Для сверстников и младших товарищей волонтеры-школьники будут готовить экскурсы в различные профессии. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. «Небо и земля» Валерия Кузьмина. Именно так называется третья книга Ивана Нигенбля о первом летчике из народа Саха. Издание выходит к столетию со дня его рождения. Сегодня в библиотеке «Созвездие» прошла презентация документальной повести с участием ветеранов авиации, которые были лично знакомы с первым пилотом Якутии Валерием Кузьминым, его дочь и внучка, курсанты авиационного училища и школьники. Иван Нигенбля работал над этой повестью четверть века. В этой книге, собственно, прослеживается вся жизнь от рождения до последних дней Валерия Ильича. И отдельная глава посвящена и семье, семейным традициям. И, что немаловажно, много внимания уделено увековечению памяти Валерия Ильича. В Якутск приехал солист флейты оркестра Мариинского театра Денис Лупачев в рамках проведения мастер-класса фонда Юрия Башмета в стенах Высшей школы музыки. Во время пребывания флейтиста в столице республики возникла идея организовать концерт, на репетиции которого побывал наш корреспондент Артур Габышев.
Решение об участии в концерте в детской школе искусств именитый маэстро принял спонтанно. Основная цель приезда флейтиста Дениса Лопачева в Якутск – это мастер-классы, организованные фондом Юрия Башмета. Раз уж я сюда приехал, достаточно далеко лететь из Петербурга, и возникла идея организовать концерт с местными музыкантами, ансамбль «Арктика». Мы исполним сиюты семинор Иоганна Себастьяна Баха. Программа мероприятия не ограничилась одной флейтой. Вместе с солистом Мариинского театра выступила и солистка симфонического оркестра филармонии Якутии. Нам очень новость о том, что он будет у нас давать концерт и тем более давать мастер-классы нашим ученикам в высшей школе музыки. Для нас была очень потрясающая и замечательная новость. И вдвойне она для меня замечательная, потому что мне посчастливится сыграть с ним в концерте дуэтом. Впечатления остались не только у музыкантов. В первую очередь концерт вызвал вдохновение у зрителей. Среди них были и ученики высшей школы музыки, которым прежде посчастливилось присутствовать и на мастер-классах петербургского гостя. 3 дня у нас были мастер-классы у Дениса Вячеславовича. Очень прекрасно. Всех послушал, всем помог. И мы очень рады быть здесь, послушать его концерт. Флейта вообще очень романтическое, звучание мне очень нравится. Конечно, привела внучку. Чего вы ожидаете от этого концерта? Ну, в нашей школе мастер-класс был. Конечно, мы всем коттеджам подошли. Девочки наши учатся на флейте. Думаю, мне понравится концерт. Ну, не каждый день к нам приезжают такие флейтисты такого мирового уровня. Это очень здорово. Просто послушать великолепное виртуозное исполнение. Артур Габышев, Владимир Павлов, Якутск. Забег в чилийской пустыне Атакама, 3-й из 4 ультрамарафонов, выиграл спортсмен из Гонконга Вон Хо Чун. Он пробежал 250 километров за 24 часа и 20 минут, рассказывает Артем Сторонов. Чилийская пустыня Атакама, самая сухая в мире, в очередной раз привлекла любителей гонок на выносливость. В минувшие выходные здесь завершился ультрамарафон, в котором приняли участие спортсмены из 36 государств. Им пришлось преодолеть жару и холод, пески и реки, крутые восхождения и узкие ущелья. Все это, правда, с лихвой компенсировалось захватывающими видами. Победителем ультрамарафона в Атакаме стал Вон Хо Чун из Гонконга. Он преодолел 250-километровую трассу за 24 часа и 20 минут, почти на 5 часов опередив своего ближайшего соперника. Я так устал, но гонка была отличная. Мне так понравился трек, самый красивый, что я видел. Забег в Атакаме – 3-й из серии ультрамарафонов «4 пустыни 2018». До этого участники пересекали Сахару в Намибии и Гоби в Китае. А 4-й и последний этап соревнований пройдет в конце ноября в Антарктике. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.